Все 4 вопроса, прозвучавших на форуме, касались качества жизни людей. Так, создание товарищества собственников жилья позволит контролировать с максимальной прозрачностью расход денежных средств, предназначенных для обслуживания многоквартирных домов. Сейчас, по закону, жители сами обслуживают свои домовладения. На этом форуме мы должны выработать общие механизмы. Если в частный сектор это посложнее, то давайте хотя бы наведем порядок под эгидой этого форума в квартирном фонде. Тогда и преступности там будет меньше. Тогда и порядка будет больше. Все будут платить за коммунальные платежи в том числе. Но самое главное, они будут содержать. Представители товарищества утверждают, что для того, чтобы содержать многоквартирный дом в порядке, необходимо собирать как минимум 15 рублей в месяц квадратного метра. Предположим, если квартира площадью 60 квадратов, то получается платить нужно 900 рублей. И людям нужно объяснить, на что будут уходить их деньги. Еще одна злободневная тема – жилищно-коммунальное хозяйство, на которое и был сделан акцент. Проблемы, являющиеся ключевыми на сегодняшний день, нужно решать непосредственно с гражданами, разъясняя им, что за собой влечет нарушение существующих правил. Установи счетчик, плати по счетчику. Или если нет счетчика, плати по квадратуре. По-любому, по закону ты обязан это делать. Не лезь в аферы. Нет у него месяц, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Берут у него там 50% откат в карман газовику, который там ходит. А потом через год начинает возмущаться. Я оплатил, мне повесили. Хамзат Далтмурзиев, у которого успешный опыт работы управляющей компании в Москве, озвучил несколько предложений, чтобы такие компании на территории республики начали функционировать. Чтобы управляющие компании у нас состоялись, нужно на начальном этапе как минимум поддержать их. Достаточно сложно организовать за свой счет круглосуточную диспетчерскую службу. Поэтому местная власть в этом плане могла бы помочь, и это было бы хорошим подспорьем для управляющих компаний. Также большое внимание было уделено платежам за коммунальные услуги. Регулярные рейды дают свой результат, но его определенно недостаточно. Если касаемо света и воды ситуация начала нормализовываться, то вопрос газа далек от решения. Здесь должны помочь удобства, созданные для оплаты услуг. На сегодняшний день ведем взаимодействие также с Сбербанком нашим. То есть хотим ввести такой инновационный метод оплаты за ЖКУ методом через Сбербанк онлайн. То есть каждый абонент сможет оплачивать, сидя у себя дома через смартфон. Такой форум впервые проходит в республике. Идея его проведения зародилась после прошедшего в этом году в Челябинске Всероссийского форума. Ингушетия оценила эффективность таких встреч, и глава предложил провести такой же в регионе. Форум должен стать предпосылкой для решения существующих проблем. Мы хотим, чтобы на сегодняшнем форуме прозвучали те проблемы, которые существуют сегодня в этой сфере, и те предложения, которые сейчас предлагаем с мест, для того, чтобы хоть как-то улучшить эту работу. Проблемы создания управляющих компаний, которые должны бы работать, и предложения, как улучшить эту работу. По окончанию регионального форума была принята резолюция, в которой вошел план дальнейших действий по внедрению ТСЖ в республике и улучшению качества обслуживания жилищно-коммунального хозяйства. Лейла Гайсанова, Магомед Урусханов. Итоги недели.